Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Малый и средний бизнес в стране получает мощную поддержку со стороны государства. Созданы и действуют различные программы, проекты. Один из основных институтов, созданных для содействия в становлении и развитии бизнеса – Фонд развития предпринимательства, который действует и в нашем регионе. Сегодня гость нашей студии Алексей Алексеев, заместитель директора по финансовым и регуляторным вопросам Фонда развития предпринимательства Республики Саха. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какая у вас миссия и какие основные направления деятельности у такого фонда? Наша миссия – это содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. Основные наши направления, у нас 3 направления – это микрофинансовая деятельность по предоставлению займов с годной процентной ставкой. Второе направление у нас гарантийная деятельность. По этой деятельности мы предоставляем поручительство. И третье направление – это у нас деятельность по поддержке обрабатывающей промышленности. Тогда поделитесь, пожалуйста, с нами итогами деятельности фонда хотя бы за прошлый год. За прошлый год мы выдали по микрофинансовой деятельности 369 займов на общую сумму 1 миллиард 8 миллионов рублей. По гарантийной деятельности нами выдано 130 поручительств на общую сумму 1 миллиард 58 миллионов, по которым было выдано кредитов на сумму 2 миллиарда и 8 миллионов рублей. По промышленной деятельности нами было выдано 11 займов на общую сумму 397 миллионов рублей. А кто может брать у вас льготные займы? Льготные займы у нас могут брать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на нашей республике. Это могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Ну, для заемщика наверняка вы какой-то ряд требований выдвигаете. Да, требования есть, но помимо того, что мы выдаем предпринимателям, зарегистрированным на нашей республике, мы также смотрим кредитную историю за последние 12 месяцев, чтобы не было просрочек более 60 дней, также чтобы не было действующих исполнительных производств, процедур банкротства и задолженности по налогам перед бюджетом. Ну вот, допустим, предприниматель приходит к вам и просит деньги взаймы. На какие цели он может расходовать эти средства и какой процент вы предоставляете? Мы выдаем займы, целевые займы, то есть по которым нужно будет предоставить целевой отчет в определенные сроки. У нас много продуктов, но у нас есть 3 основные цели. Это пополнение оборотных средств, приобретение основных средств и рефинансирование действующего кредита на бизнес. Также у нас есть такой продукт, как госконтракты 44 и 223 ФЗ, по которым мы выдаем займы на обеспечение участия в тендере и исполнение контрактов. Но ведь все-таки это займ. Получается, что предприниматель, который взял у вас деньги, он должен их вернуть. Да, он должен вернуть. Займ это подразумевается возвратный, то есть мы выдаем займ, они возвращают нам с процентными ежемесячными платежами. А если так случилось, что дело прогорело и возвращать буквально нечем? Бывают такие случаи, но если обращается клиент заранее, то мы предоставляем отсрочку. Но бывают такие моменты, что клиент вообще не может вернуть средства, то мы уже идем через судебное разбирательство, через суд все решается. Но у вас же есть еще и займы для самозанятых. Вот здесь какие условия? Для самозанятых у нас есть такой продукт, как налог на профессиональную деятельность. У нас там сумма займа до 500 тысяч. Процентная ставка зависит от наличия обеспечения. То есть если будет предоставлен залог и поручительство, то процентная ставка будет 7% годовых. Если вообще без обеспечения, то 10% годовых. А если только залог, то 8% годовых. А для начинающих предпринимателей тоже особые условия? Да, для начинающего у нас есть продукт «Старт».
Там у нас до 5 миллионов, но там тоже зависит от обеспечения суммы займа. То есть, если будет предоставлен только поручительство, то сумма займа до 500 тысяч. Если обеспечение, которое покрывает 70% от суммы займа, то 1 миллион. А если клиент влаживает от суммы займа 20% собственными средствами и предоставляет поручительство, покрывающее сумму займа, то уже 2 миллиона. А сколько времени уходит на то, чтобы рассмотреть заявку? Заявку мы рассматриваем после предоставления полного пакета документов 10 рабочих дней. Есть ли какие-то ограничения или лимиты при выдаче займа? Ну, лимиты есть, лимиты на одного субъекта малого и среднего предпринимательства это до 5 миллионов. Ну, до 5 миллионов. Но обычно ведь еще и должны предприниматели, которые берут займ, предоставить что-то, какое-то имущество в залог, если я не ошибаюсь. Да, мы требуем обеспечения залог. У нас есть 3 вида обеспечения. Это недвижимое имущество, оборудование и транспортное средство с техникой. То есть вот все эти категории могут послужить залогом для займа. Да, все верно. А что может стать основанием для отказа в выдаче займа? Основанием для отказа это неполный пакет документов, предоставление недостоверных сведений, фонд, да. И как я раньше уже говорил, мы смотрим кредитную историю, наличие отсутствия исполнительных производств, процедуру банкротства и задолженности по налогам перед бюджетом. В этом году за 3 месяца 2025 года можете поделиться цифрами, сколько предпринимателей к вам уже приходило? Точно не могу сказать. Хорошо, ладно, тогда оставим этот вопрос. Давайте тогда, я просто пыталась подвести к тому, что к вам приходят предприниматели, а куда надо подавать документы, подавать заявку? Может быть, есть какой-то номер справочной службы, где могут проконсультировать начинающих предпринимателей по вопросам? В городе Якутске можно обратиться по адресу Орджоникидзе 50, это здание Нордхаус, и 2-й этаж, 201 кабинет. В районах можно обращаться за консультацией к представителям центра «Мой бизнес». Они, благо, почти в каждом районе находятся, представители центра «Мой бизнес». Или по телефону, который указан на нашем сайте fonsaka.ru. Ну что ж, я благодарю вас, Алексей Алексеевич, за беседу. Спасибо, что нашли для нас время, поделились такой полезной информацией. Я думаю, что предприниматели отправятся по указанному вами адресу. Большое спасибо вам. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.